С 1 октября на городских автобусных маршрутах снижена стоимость проезда с 30 до 28 рублей за наличный расчет. Соответствующее распоряжение было подписано главой города Сарданой Авксентьевой. Чтобы убедиться в исполнении распоряжения, а также в работоспособности терминалов безналичной оплаты, состоялся пресс-тур, в котором приняли участие зам нового мэра и журналисты ведущих СМИ, которые убедились в исполнении распоряжения главы города и протестировали возможность оплаты банковскими и транспортными картами. На данный момент мы изучаем возможные пути, как уменьшить себестоимость проезда. Да? Для этого специально созданная комиссия, она приступает к работе на этой неделе. Сначала мы должны изучить, соответственно, рынок, стоимость, возможные пути, и после этого только принять решение. На сегодняшний день горожанам предлагается приобрести на выбор транспортные карты «Ультралайт» и «Спутник». Стоимость «Ультралайт» составляет от 16 до 21 рубля за поездку, но у него есть ограничения по сроку годности. Альтернатива наличной оплате проезда для тех, кто пользуется проездом нечасто – карта «Спутник». Стоимость одной поездки – 25 рублей. Срок годности карты составляет 5 лет. Также карта «Спутник» имеет удобное приложение по переводу денег с банковской карты. Ну и по теплым остановкам. Данное направление также будет продолжено. Будет строительство новых. На этот год порядка 5 остановок запланировано. Мы будем продолжать строительство. А за счет, это как государство-частное партнерство? Да, в рамках государственно-частного партнерства, точно таким же образом, как были построены ранее остановки. Говоря о новых автобусах марки «Вектор», которые пришли на городские маршруты в июле этого года, директор МУП «Япак» Сергей Максимов отметил, что техника будет проверена на надежность при эксплуатации в условиях севера. Да, ну здесь, как помните, в апреле месяце подвели итоги очень большой работы, определили все-таки марку автобуса, средний класс, чтобы он именно полностью подходил нашим требованиям. Я думаю, определились пока вот на этом автобусе. Еще вторая модель КВЗ 4270. Это новый пас совершенно. То есть он, который увеличенная вместимость. Да, это Вектор, пас Вектор. У него длина 8,8 метров. То есть с общей вместимостью 56 человек. Если простой пас он был, у него общая вместимость 39 человек. То есть практически там чуть ли не в 2 раза больше. Они специально приобретены, чтобы понять, насколько там что-то работает. То есть максимально здесь вот утеплены полы, полностью весь салон, стеклопакеты стоят, вот, новые сиденья. Это как бы все самое лучшее, что делает сегодня на завод ПАС. Низкие ступеньки, да, для здесь широкая дверь. Как выяснилось в ходе мероприятия, работоспособность проверенных терминалов пока не стопроцентная, но перевозчики обещают все наладить в ближайшее время.